Тем временем политические партии в республике заспорили относительно топографии. В Сыктывкаре прозвучала инициатива переименовать одну из городских улиц, ту, что носит имя Карла Маркса, в улицу имени Алексея Терентьева. Идею озвучил представитель партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин. По его мнению, время поклонения коммунистическим идеалам давно прошло. Сейчас необходимо увековечивать память героев республики. Алексей Терентьев, к примеру, заслуженный эколог, один из главных ухтинских борцов за охрану природы. При его участии отстояли окрестности Ухты, где хотели строить цементные и глиноземные заводы. Виктор Бетехтин и члены партии «Зеленая альтернатива» намеревались создать петицию о переименовании улицы, но встретили жесткий отпор со стороны КПСС. Представитель этой политической силы Сергей Пономарев назвал инициативу безумной и бездумной. Он напомнил, что в Советском Союзе строились города и улицы, и если кто-то хочет что-то переименовать, то пусть построит новый город, новую улицу и называет как хочет. По словам коммуниста, имя великого ученого и автора манифеста Компартии не должно исчезнуть с лица карты Коми. Любопытно, что до своего нынешнего названия улица Карла Маркса именовалась Совнаркомовской и была окраиной Сыктывкара. Здесь располагались Дом печати, Президиум Верховного Совета и Совет народных комиссаров. Совнарком Коми АССР. 11 сентября 1939 года решением Сыктывкарского горсовета улица Совнаркомовская получила свое нынешнее название имени Карла Маркса.